Я не помню, сколько лет я руковожу Билмом, да, то есть как бы ну, много, 15 лет. Вот, но в движении около 23 лет, как вы понимаете, уже достаточно давно. И в своей деятельности я совмещаю как, ну, чтобы понимать, почему я про это буду рассказывать, да, то есть как бы в своей деятельности я совмещаю как с одной стороны работу вот, в неправительственном секторе, да, и руковожу общественной организацией. И, может быть, мне кажется, что интересно было бы показать вообще, какие ну, проблемы, этапы мы проходили. И это будет третья часть моего выступления, как бы с конца начну. Вот. С другой стороны, я совмещаю работу в академическом секторе, да, то есть многие тут как-то со мной состыкуются, то есть, ну, скажем так, гуманитарная сфера, да, социология, философия, то есть я очень много занимался, в том числе вопросами исследования, как уже исследователь, вот именно ситуации, связанных с развитием гражданских инициатив, да, то есть как бы когда-то мы вспомнили, что еще в 2003 году мы делали большое исследование по гражданскому сектору, вот, то есть постоянно, значит, находимся вот в этом створе. И мне показалось, что сейчас вот в том, что мы разговариваем, что это важно показать себя как, ну, как бы исследователь, может быть, дать вам некоторые представления о том, вообще как об этом думать. Мне кажется, что это может быть даже более интересно. Потому что вначале я стал собирать, ну там, этап такой-то, так-то называется, то-то было, такие-то деньги. Я понял, что это страшно скучно. Я оставлю вам презентации. В этом смысле, то есть, как бы, ну, по крайней мере, для меня это было весом, вдруг стало неинтересно. Какая вам разница, какие были этапы, если вы не знаете, куда себя в этом разместить. Поэтому мне показалось, что интереснее подумать о движении, как о том, что возможны характеристики для ваших каких-то инициатив, да, то есть и, собственно говоря, подумать о движении именно с точки зрения, ну, я такой термин употреблю, с точки зрения самоопределения, да, и организации деятельности. То есть в этом смысле, мне кажется, что интереснее узнать не то, как отвлеченно это было, да, то есть, а именно то, что, как к этому можно относиться. Это, соответственно, будет мой второй тезис, я сказал, что я с конца начал, да? Вот. А третий, что мне еще больше интересно показалось, и я просто, честно говоря, не знаю, я не вел эту дискуссию, лекцию никогда, да, то есть, ну, как, никогда за последнее время. Для меня это тоже был такой вызов. Я все время только то по экологии, то по образованию, да, то есть все время, и, ну, как-то, то по безопасности. Вот. И еще более интересно мне показалось о том, что подумать вообще о месте гражданского сектора в системе общественной организации. Не организации, как организация, как НПО, да, а организация общественной жизни. Общественная жизнь, как, то есть, и вот в этом смысле я хочу начать с этого, то есть как бы с такого, вот, с этих представлений. Вот так понятно, да, то есть, как бы, соответственно, из-за того, что я не верифицировал как бы время, да, то есть и сложно сказать, ну постараемся, то есть по крайней мере я точно открою для вас двери какие-то, да, то есть и в принципе где-то мы посмотрим, где мы сможем продолжить дискуссии. Поэтому я попросил, и тоже еще отошел от своего формата, то есть сел готовить эти презентации, ну не то, что я бросил, ну бросил. Вот, я решил, что буду рисовать с вами по ходу, потому что рисовать это в компьютере, вот, есть схема у меня там полно, но вот живая вот эта возможность нарисовать схему при вас, да, то есть, может быть, даст вам гораздо больше, чем это. Поэтому попросил наших уважаемых организаторов, от Николая, чтобы была доска. Ясно, да? То есть формат немножко будет необычный, что-то покажу на слайдах, но в основном хочу поработать на доске. Вот это, собственно говоря, такие мои предпосылки сегодняшнего действия. И, собственно говоря, хочу разговаривать с вами про вопросы, ну, скажем так, вообще социальных изменений. То есть, мне кажется, что это гораздо интереснее, чем ну, просто анализировать что-то и не видеть их динамики. То есть мне интересно сейчас пульсары, динамики, вот я хотел, то есть как, не как такой вот неживой стресс, хотя сначала хотел сделать неживой стресс, знаете, так просто думаю. Расскажу и, ну что я про это не знаю, знаю все, да, то есть как бы вот, но вот почему-то так, вот у меня создалась картинка, вот, и вот у меня такая еще просьба сразу, что я буду кое-где буду задавать вопросы, да, то есть как бы постарайтесь просто отвечать, это не экзамен, да, то есть как бы я просто прошу, потому что вот это мычание и вытягивание будет затяжка времени, да, да, нет, поехали дальше, хорошо, то есть темп
Вот. И если я в какой-то момент начну набирать темп, ну, это, говорите угу, уже потерялись, ладно? Нет, ну я просто знаю, что мне когда пойдет мыслительный поток, а я надеюсь, что мы с вами его, я хочу продемонстрировать, как вот по ходу появляется мыслительный поток про что-то, понятно, да? Может быть, вам это больше поможет, чем все остальные какие-то сухие там знания, цифры и так далее. Хотя знаний цифр у меня тоже полно. Но никто не знает, что с ними делать. Набирайте в интернете это. Знаете, чтобы это уже совсем было интересно, потому что буквально недавно, откуда у меня все это взялось? И когда мне сколько-то недель назад про это сказали, я так спокойно готовился, там видел. Еще про деньги хочу рассказать. Вот это, не знаю, успеем или нет, но по ходу, ну просто чтобы вы хотя бы понимали, что, почему появился вот этот кусочек про финансирование, я, собственно говоря, вашим уважаемым организаторам позвонил. Я говорю, давайте про это поговорим. То есть, но сейчас интереснее не деньги как деньги, а деньги как то, что обеспечит вот эту схему деятельности. Понимаете, да? То есть такая вот ситуация. Вот. И я просто недавно, не потому что готовился, а меня попросили сделать ревью одного исследования неправительственного сектора в Кыргызстане. Вот. И я когда это прочитал, я даже вам его рекомендовать не буду. В этом смысле, то есть ничего хуже я не видел, извините. Вот. И у меня просто шок от того, что причем там это была группа ребят вот этого нового поколения, которые выучили этот английский язык и взяли, применили сюда вот эту вот такую формальную социологию. Ну, вот слово формальная социология понятно, да? То есть есть разные способы анализа общества, да? То есть и вот можно анализировать какие-то количественные данные, но все, что касается социальной жизни, количественные данные, вот это может быть как первый тезис, часто не показывают что-то, понимаешь, да, то есть структура, значит, деятельности предполагает качественные какие-то изменения, да, а качественные изменения можно улавливать при помощи другого инструментария. И, например, западная социология, да, то есть уже нового поколения, то есть вот французские школы. Ну, хотите, буду называть этих, но это не задача моя, как бы, методы анализа, она надо будет, может быть, вы просите, и мы сделаем, или там в любом в этом виде, да, то есть, как бы, потому что я могу сыпать фамилиями всех тут доведу до белого коленя. Вот. Но главное, что вы должны понимать, совсем другой момент. Смотрите, социология так же, как квантовая механика. Вот этот тезис я хочу, чтобы вы запомнили, что сам наблюдатель меняет структуру наблюдаемого объекта. Понятно, да? То есть, как бы, вот, то есть кванты же на этом как бы строятся, да? То есть, как бы, что, когда наблюдаешь, меняется мир. А уж общественный мир точно меняется. Понимаете, да? То есть, библейский текст, когда двое соберутся во имя мое, я буду между ними. Вы представляете, двоих достаточно для того, чтобы мир изменился, для того, чтобы между ними было божественное присутствие. Вы понимаете, это же можно по-разному читать. Когда двое соберутся во имя мое, я буду между ними. Библейский текст, да? То есть, как бы, значит, смотрите, как интересно, двоих достаточно, двоих, ну ни одного. Это тоже запомните, пожалуйста. То есть, как бы, достаточно для того, чтобы открылся этот портал. Я буду между ними. Понимаете, да? То есть, как бы, вот смотрите, мы имеем дело с вами с рядом очень интересных вещей. Язык. Первое, с чем мы будем сталкиваться, почему объект меняется. Это я вам сейчас объясняю, почему будет меняться объект наблюдения. Потому что сам человек меняется, пространство между ними меняется, а теперь когда много этих игроков, то оно тем более усложняется, меняется. Понятно, да? То есть, когда мы говорим об обществе, это всегда сталкиваться надо с этими вещами. Но исток этих, ну, как бы предпосылка всего о чем я говорю, лежит именно в том, что мы с вами существа, которые образовались в результате действия кумулятивных структур. Одной из таких кумулятивных структур, кумулятивные структуры, слово понятно? Но обобщающие. То есть, как бы, все, что связано с индивидуальностью, это, ну, как бы сказать, совокупность, да, то есть, ну, что-то обобщенное, кумулирует, да, мы что-то, аккумулятор, вы знаете, да, собирает. Вот образовательные структуры, то есть, структуры, все, что связано с человеком, это наличие вот этих кумулятивных структур. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Я просто хочу сказать, что то, что мы носимся с индивидуальностью, мне хочется такое слово сказать, это нехорошее слово хочется сказать, но, как бы, наверное, не надо на лекции его употреблять.
это некоторый, ну, вторичный продукт мира world of consumption, мира потребления. Потому что покупает индивид. Понимаете, удобно очень, то есть как бы с этим работать. То есть и ты конкретно на свои там, себе покупаешь пиджачок, очки, там, не знаю, хлеб и другие вещи. Поэтому и второе, индивидуумами гораздо легче управлять, чем группами. Вот это место тоже понятно, да? То есть поэтому нам выгодно, чтобы были индивидуумы. Хотя на самом деле мы с вами образовались именно потому, что мы вместе. Даю очень важное, теперь объясняю, что я имею в виду. Слово «сознание». Смотрите, сознание – это базовое, то, что нас отделяет от нелюдей. Наличие сознания отличает нас от нелюдей. Да, то есть, как бы, в этом смысле, никаких сознания у других живых существ нету. Пока, по крайней мере, я надеюсь, что еще в ближайшее время мы с этим не столкнемся. Потому что это опасно. Понимаете, нам самими надо разобраться. Когда-то мой учитель говорил о том, что Арон Абрамович Брудный, он цитировал Лао Цзы. К Лао Цзы приходят, значит, ученики и говорят: учитель, скажите, как нам относиться к богам и демонам? Никак. Потому что люди не научились относиться к самим себе. Понятно, да? То есть я вот в этом смысле сегодня же это мой, как бы, ну, такой лейтмотив, да? То есть как бы я хочу, чтобы мы научились через общество относиться к самим себе. И, соответственно, первый тезис будет о том, что мы есть коллективное кумулятивное образование. Сознание, разделенное знание. То есть у нас базовая прошивка общественная. Представляете, как интересно? Мы с вами таковы именно потому, что какой-то вот этот элемент общественного конструкции, общественного, ну, пульсации, конструкции, потому что нет четкого определения сознания, защищался по нему, ничего толком никто про это не понимает. Но в целом понимаем, что что-то общее в нас всех есть. Классно? Именно из-за того, что есть вот это общее, мы можем быть тем, кем мы можем быть, мы можем разговаривать. Да? То есть вот это очень важно. Сознание. Сознание связано с другой функцией, очень важно, близко с языком. Даже более того, важно понимать, что язык есть базовая предпосылка. То есть наличие того, что знаковых возможностей организовывать знаковые всякие образования. Оказывается, мы не будем смотреть фильм вначале. Я уже включился. Я вам в конце покажу фильм про проект. Нет, просто я сейчас не прервусь уже это. Макс, убери вот это, ради бога. Нет, просто сейчас вожди, у вас, кстати, как-то разогретая аудитория оказалась. Я думал, будет хуже. Молодцы, все. Нет, просто нет. Пусть будет так. Значит, коллективное образование. Понятно, да? Нет, просто в смысле проектом я собью сейчас то, что мы в конце лучше посмотрим. Значит, вопрос в том, что значит, мы сказали, язык такое же, второе образование, да? И все, что связано с обществом, связано не с индивидуумами, да, а с коллективами. Понятно, да? И вот, соответственно, это, наверное, самый такой сложный момент. Но даже сложно сказать, вот еще такое мышление. Кто-то считает, что это индивидуальный процесс, да, опять же, вот школы разные, а кто-то говорит о том, что это процесс, ну, скажем так, коллективно, да, что конечно, он происходит в нас индивидуально, но именно за счет того, что у нас внутри структур наших психических, высших психических функций есть представление о другом. То есть именно потому, что есть другие, мы можем как бы организовывать вот этот внутренний диалог, как мы говорим, да, и строить сложные конструкции. Да, даже мышление тоже связано с наличием других. С этими тезисами понятно? Вот. И именно поэтому я почему говорю, что работа с обществом так сложна. Потому что появление еще нового вот этого фокуса внимания, да, то есть как бы фокуса другого, она меняет в том числе сам объект. Вот. И потом, собственно говоря, еще такой момент, что поступки людей очень часто бывают противоречивы. То есть как бы мы все там рисуем приоритеты. Да, рисуем приоритеты, составляем, наверное, вам рассказывали про этого, ну, в смысле, про лестницу Маслоу, да, то есть как бы, но, ну, в смысле, как пирамиду, она лестница, пирамида, там, иерархия потребностей, и очень удобно, вот для того, чтобы для продаж, наверное, это удобно. Но каждый раз это опять непонятно, о чем делают. Я вам такой простой пример приведу, опять же.
Ну, как простой. Вы знаете, почему святые канонизируют только после смерти? Как вы думаете, почему при жизни не канонизируют? Задумались когда-то об этом? Канонизируют, слово канонизируют, понятно? То есть причисляют к лику святых, да. Вот при жизни они могут еще ошибиться, может? До самого конца он всегда может повернуть. Представляете, да? Жуть какая. То есть, как бы, вот и в этом смысле и обратная история есть, что и обратно, да, то есть, как бы, даже на последний момент можно вернуться в лоно святости. Ну, то есть, вытворять все, и, ну, вопрос, что, извините, уловишь, я ничего, как бы, ни к чему не призываю, я просто говорю о том, что подумайте, как все странно устроено, да, то есть, как бы, что вся наша жизнь, это вот эта вот история постоянных движений то в одну, то в другую сторону, да, то есть, как бы, и вот этот выбор, он на самом деле не определяется, конечно, моментами только потребностей. Вот, только потребностей и других вещей. Например, да, то есть я что хочу сказать, что сейчас вот вся вот социология уплывает, и теория структуры общества, они когда-то пытались ну давайте, наверное, без фамилии. Или вам с фамилией удобно, но это усложнит еще. Главные идеи. Давайте идеи, да. То есть я вот где спотыкаюсь, то есть я могу, каждая идея, то есть, ну, давайте так, западная социология сегодня, опять же, переходит на некоторую другую, слово такое, парадигма. Да, смотрите, пытались, психологию все время пытались извлечь из социологии. Ну, как бы хоть как-то объективировать. Потому что психология это вообще ничего не понятно. Почему? Потому что он сегодня одно думает, завтра другое, вообще непонятно, что думает. И вот на себя посмотрите, иногда говорят о том, что сам человек не похож на самого себя гораздо больше, чем на соседку. Вот мы, то есть вы представляете, да, то есть вот, казалось бы, вот действительно такое, это, да, вот такие вот есть как бы выкладки, да, о том, что мы сами в себе очень разные. Вот. И социология пыталась, ну, наука в обществе, да, ну, социология, вообще науки вышли, пытались сказать, ребята, психология, а это вот некоторые объективные законы. Выяснилось, что ничего подобного так нельзя, потому что взбрыкивают именно в рамках психологических вещей, понятно? Да? Есть, конечно, какие-то законы объективности, да, но вот этот вот вспышки, и в педагогике это тоже такой же очень важный момент, пытается ее объективировать, отделить. То есть инструментально сказать, что нет, это что-то другое, а потом оказывается, что все завязано на вот эти вот интереснейшие моменты человеческого, структуры человеческой психики. А вот психика все очень непросто. Я, кстати, ряд уже вещей, как бы все время думаю про... Вот мне очень нравится, тут не обойдусь без фамилии, у Фуко, у него, Мишель Фуко был такой французский философ, и у него есть замечательный тезис, он говорит, техники себя, да, то есть или самостроительство. То есть у него так там и называется целый раздел, вот, как, значит, техники себя. То есть, как бы, значит, ты можешь самого себя каким-то образом конструировать, понимаете, да? Мамардашвили говорит, что человек такое существо, Раб Константинович Мамардашвили, русский грузинский философ, говорит, человек это такое существо, которое, внимание, смотрите, может позаботиться о собственном существовании. То есть вот это очень важно. То есть вот, соответственно, вот здесь начинаются очень интересные вещи. Но его же надо еще к этому подвести, да, то есть он должен подойти к этому, что начало заботиться, потому что все время мы структурируем наши отношения так, что о нашем существовании заботится кто-то другой. Подумайте об этом. То есть и для меня в этом смысле этап взросления, да, и инициации в том числе, начинается с того, когда человек может сам начинать заботиться о своем существовании. Потому что, конечно, в отличие от всех других живых существ, мы очень долгое время проводим в лоне вот, семьи. Да, то есть, как бы, почему? Потому что мы должны оттуда взять эти кумулятивные структуры. Если папа с мамой нами не разговаривают, ну, там и все денежки, и все остальные, ну, люди, неважно, то есть, как бы, люди, в отличие от не людей, да, то есть, как бы, Зита и Гита, то есть, как бы, не разговаривали с ними, не становятся людьми. Ну, Маугли это история про людей, а вот Маугли реальные, которые попадают в эти волчьи сообщества, всякие там животные сообщества, людьми не становятся. Они не приобретают вот эту кумулятивную структуру. Понятно, да? То есть это вам. Вот, и смотрите, и дальше, вот этот вопрос заботы, кто заботится о существовании, это же очень важный вопрос, да? То есть как бы о том, как должна быть образована вот наше взаимодействие, о том, чтобы
была забота о существовании. Значит, смотрите, с одной стороны, люди заботятся, ну, вернее, родители, и мы привыкаем к этому, что о нас все время кто-то заботится. Да, то есть вот этот вот очень важный такой, значит, этот момент. Вот потом мы сбрыкиваем, у нас появляются всевозможные, ну, это обязательно будут комплексы всякие, да, что как бы нам говорят, не ешь конфет, а мы их все равно там переедаем, там, да, ну, там и так далее, ну, вот множество таких вещей. Не трогая горячее, руки обжигаем. Вот. Вопрос в том, что в какой-то момент мы делаем из этого вывода или нет для себя. Или такая, ну, дай Бог, что вы делаете, но есть те, кто не делают. И так и остаются в этом. И вот здесь, смотрите, здесь надо понимать про вот эту структуру общества, как тот, либо это большой родитель, как мы подходим к тому, что это, то есть общество это что? Это большой родитель, и также будет отношение, вы сейчас увидите, что это же мы будем транслировать и на государство, понимаете, да, на любые настроечные структуры. То есть все, как всегда, вся социология, все мы должны понимать. Вся социальная жизнь начинается откуда? Ну, вот, из нашего существования, и наше существование начинается из семьи. Да, потому что как минимум, вы опять же заметили, опять та же самая таинственная вещь, как минимум для нашего воспроизводства нужны двое. Почему я говорю как минимум? Потому что в Англии сегодня они уже стали рассматривать более сложные там, системы генетического материала. Ну, где трое, там и больше. Да, то есть, как бы, что генетически, нет, ну, реально они соединяют разные генетические материалы, то есть и уже образуются более... Что такое? Ведь я сейчас, извините, не про то, что метром ниже, а про вот как бы структуру. Генетическую. Он становится, сам индивид этот становится сильнее. Неведомо. Я как генетик вам скажу, что по-разному бывает. В этом смысле, ну, как бы, просто вопрос в том, что, ну, как минимум двое. То есть, опять, вы видите, я все равно к этому тезису, который вот базовый, что мы все время от нескольких. И вот это, и значит, соответственно, дальше вот семья, вот это базовая ячейка, которая сейчас уже там расплылась на... Я не говорю, как правильно, как неправильно, мы просто рассуждаем о том, как она устроена. Все базово устроено, вот она семья. Да, то есть два человека дают жизнь третьему, ну и потом и так далее. И там как-то уже в этом взаимодействуют. Теперь вопрос. Внутри этой ячейки вопрос организации, самоорганизации, организации собственного бытия и заботы о людях, друг о друге и так далее, он как устроен? Вот просто задумайтесь, как это у вас устроено. Это старшие, а младшие, потом на какой-то момент младшие, то здесь вообще на каком этапе возраст имеет значение? Когда уже, в принципе, приобрел язык, человек уже с языком уже может заниматься своим существованием. И вот это вот самое интересное. Вспоминаем фильм «Один дома». Вот причем здесь удивительная история, что тот мальчик, который нам показан, да, то есть как бы вы видите, он на свое существование может позаботиться гораздо лучше, чем его родители. Потому что родители, как бы совершенно не соорганизованные существа. Я понимаю, что у них там 12 или сколько, 10 детей и так далее, но не в этом дело. Дело в том, что они, то есть вот вы помните, что вот этот знаменитый диалог, если не пересмотрели, пересмотрите, меня сын очень любит, когда мама разговаривает, она говорит, слушай, я бы, говорит, а вот если бы вы попали в Нью-Йорк, куда бы вы пошли, говорит ей там кто-то полицейский, да? Она говорит, что если бы я попала в Нью-Йорк, я бы умерла. Понимаешь, говорит, она отдает себе в этом отчет, а Кевин нет. Понимаете, и в этом смысле, я вам еще раз говорю, возраст это удивительная вещь. Хотя, знаете, здесь опять же должен ремарку сделать, потому что я следил за вот социализацией этих детей, которые рано получили вот в Голливуде эту известность, да, то есть Дрю Берримор, да, то есть вот Маколай Калкин и так далее, да? А? Линдси Лохан. Да, вот. И посмотрите, странные же судьбы. То есть как бы они за них настолько брали вот эту ответственность, да, то есть как бы запишите себе одну фамилию, просто вот запишите и посмотрите, не буду сегодня, Жак Фреско. Вот проект Венера, да, но у него дивная есть история про то, как вот обеспечить заботу о своем существовании, то есть как бы самим себе. Оно, по-моему, называется что-то там «Воспитание подрастающего поколения». На ютубе набираешь Фреско и смотри все, что хочешь. На английском, на русском, мне ужасно нравится. Вот, то есть как бы прелестный, мудрый, не знаю, что сказать, просто вот наслаждаешься, когда его слушаешь. Если для тебя эти проблемы актуальны, опять же, если это какая-то, ненужная вещь, но я надеюсь, что для стипендиатов нашего дивного фонда, которому я благодарен за сотрудничество и дружбу, это важно. И фонда имени Аденауэра я говорю. Вот, и что он говорит? Он говорит о том, что, понимаете, нельзя детям давать все вот сразу, все и сразу. Имеется в виду без борьбы.
То есть он говорит, ну сделайте же, вот вы хотите, чтобы у вас ребенок вырос сильным и хорошим, да, там, ну, социально адекватным. Ну поставьте, говорит, какой-то прелестный дом, там, не знаю, с игрушками, пускай с этим игровым автоматом или еще чем-то, сделайте гору, это повторяю фреско, да, то есть как бы, но вокруг него пусть будет ров, условно говоря, да, то есть как бы, и лодка, на которой он должен будет поплыть, и он должен сам сообразить, как выключенный поставить и доплыть, это не так страшно, ров будет неглубокий, они не погибнут, и за ними все будут следить, но он должен сделать вот это усилие, понимаете, да, то есть я хочу, чтобы вы понимали, что вот это усилие, которое, ну, доставит его туда, то есть как бы интерес, усилия и так далее, понимаете, да, а здесь у меня опять стоит Мамардашвили, он говорит, человек это, как бы, с одной стороны, мы сказали, что жизнь человеческая, да, то есть мы сказали, это существо, которое заботится о своем существовании, а с другой, что человеческая жизнь, есть, смотрите, какой прекрасный тезис, усилия во времени. И если мы в этой заботе забираем у ребенка возможность организации усилий, то мы делаем его тоже, ну, там, социально слабыми и так далее, да, то есть, как бы, наша задача. Подумайте про себя. В этом смысле вы живете, вы делаете усилия, тогда где и как, да, то есть усилия это не то, это не когда за нас делают, понимаешь, да, то есть как бы здесь у меня другой мультфильм приходит на ум, это Вовка в тридевятом царстве. Так вы, говорит, и есть за меня будете, да, то есть двое из лица одинаковых с лица. То есть за кого-то не надо делать что-то, понимаете, да? Вот, и вот это очень важная предпосылка, что все-таки мы говорим о таких конструкциях, о таких образованиях, которые должны обеспечить человеческое существование. Собственно, вот здесь и в этом смысле они должны обеспечивать функции, с одной стороны, ну, скажем так, самоорганизации, да, то есть как бы функции того, что вот этого, с другой стороны, не забирать возможность делать усилия, да, а как-то их протекционировать. И с третьей стороны, создавать такие условия, где существа, которые могут заботиться о своем существовании, пусть они о нем и заботятся. Вот поэтому я задумался о том вообще, как мы живем, понимаете, да, это интересно же вот с этих точек зрения. И такие ответы. Здесь я могу сделать, наверное, точку, если у кого-то есть комментарии, пожалуйста. Потому что мы сейчас к обществу. То есть, как бы первое, это что все-таки это образование, которое для людей и людей. Да, и поэтому надо разбираться в том, что такое человек. Вы обратили внимание, да, у меня все время попытка, как я смотрю на то, что такое человек. Ну, естественно. Пожалуйста. Только вы может быть, для записи, как бы, что-то сказать, я такая-то оттуда-то. Джинбекова Лиза из Математической академии КР, магистрант второго курса. Молодчинка. Вот вы сказали насчет препятствий, создавать ребенку препятствия, чтобы он дошел Это фреска, да. Да, цели. Вот интересно, вот то же самое у меня вот в личной жизни, вот пример просто. У меня вот сестренка младшая, ее с детства учили, мы за нее все делали, мама, просто она с детства она болела, все время слабым ребенком была, поэтому мама она постоянно за нее как бы что-то делала. Что-то делала, и она меня тоже там, уроки за нее сделай, там, помоги ей. И даже когда она уже взрослая, в неделе, так, помоги ей. А я вот сразу, вот, потому что я с детства сама все делала, меня это бесило. И я в конечном итоге, когда она поступила в университет, я просто перестала это делать. Ей было сложно? Ей было очень сложно. Я говорю, сама находи, например, вот сама находи, я там ссылку даю, например, волонтерство, да? Да. Ты туда подавай, сама иди. Она такая, как я буду идти? Как я иду? Я говорю, ничего не знаю. Иди, вот сама делай. Вот к третьему курсу этот человек добился до таких этих, ну я сама удивилась. Вот действительно, тот человек, который сам за себя побеспокоится, да? О своем существовании заботится, да. Сейчас... И усилия. Да, и усилия. Вот это усилия. Вот не она лишайте людей сидела, делать да. усилия. При этом мама меня ругала, говорит, почему ты ей не помогаешь? У тебя же хороший английский, помоги ей там написать вот этот тезис или что. Я говорю, нет, пусть она сама делает. Вот она... Потому что у нее не будет. Да, она... Если она не сделает усилия, у него просто не будет ни Такая английского, ни помощь только вовремя. заботиться о самом себе. Вот. То есть они она друг друга не заботятся. Ну да, они любили друг друга так, что им не надо было заботиться каждому о самом себе. То есть здесь вот это кредо другого. То есть, как бы, да, действительно, и вот как раз любовь и эмпатия, это другие человеческие качества, которые... Просто вопрос, где мы даем вот эту вот точку, на индивидуальности или на групповости. Я, как бы сказать, в расстройстве от того, что она все время делает индивидуальности и забывает, что мы групповые существа. Понимаете, да? Надоели мне вот эти вот... Во-первых, вы должны понять, что ваше «я», ну, простите, что я говорю «ваше», наше, ну, человеческое «я», да, то есть это случайно
выживший комплекс среди других комплексов развития нашей психики. Случайно. Понимаете, да? То есть, как бы, мы с ним носимся. Эго. Эгоцентризм. Да оставьте это случайное отражение, которое сложилось. Вот оно так сложилось. Понимаешь, да причем все сегодня психоаналитики, все говорят, как минимум, одно это предпосылка к тому, чтобы к нам приседали вот эти кумулятивные структуры, которые мы называем сверхя, там далее. Оно где-то вообще находится, даже сложно сказать где. Мне даже, вы знаете, даже вот про Гегеля здесь расскажу, потому что это ужас, на самом деле. Потому что все думают, что его, ну как все, нас вот этот марксизм учили о том, что у Гегеля этот абсолютный дух носит субстанциональный характер. Страшные слова рассказываю. Ну, короче, что абсолютный дух это нечто, ну вот оно как бы дух, и оно там где-то является. Понимаете, да? То есть вот видите, руками помахал. Ну с чего бы про это думать философам? Ну не волнует это никого, кто кому чего является. Это психиатры. Понятно, да? То есть философы про что-то другое думают. Я просто вам так на всякий случай рассказываю. Вот. И когда вот мы разговаривали как раз, причем это было на одном из конгрессов с Хабермасом, там была, если тоже фамилия, этот Юрген Хабермас, один из ведущих немецких философов. У него, почему я на него ссылаюсь, у него была история, это было, я услышал это в кулуарах, я почему вам это делюсь, потому что вот иногда, знаешь, вот так сидишь и вот на салфетке тебе что-то рисуют. Иногда это бывает гораздо больше, чем то, что ты прочитал на каких-то этих там, книгах и трудах. Вот. И был разговор зашел о его теории коммуникативного действия, коммуникативного действия. То есть, смотрите, что очень все, что у нас есть с вами, это правильно или неправильно организованные коммуникации. Понимаете, да? То есть вот они либо правильно, либо неправильно организованы. Либо они ведут к самоорганизации, либо не ведут, либо они разрушают, либо, ну понимаете, да? Очень просто вот про это можно как бы думать. Вот. И он как раз и говорил о том, что, понимаете, что пытался сказать Гегель своим абсолютным духом. Саму возможность того, что мы можем строить символические конструкции. Понимаете, да? То есть как бы, тогда вот это нечто, что вообще обеспечит возможность появления вот этих кумулятивных структур языка, сознания чего-то. Что в мире, что ну, как бы в онтологии мира, да, то есть в структуре мира, есть нечто, что обеспечивает такую возможность. Раз у нас эта возможность есть с вами разговаривать и строить абстракции, значит, ну, вот он так придумал. Не надо про это думать как про субстанцию. Понимаете, да? Это не история про то, что мы слышим в религиозных текстах. Я просто хочу, чтобы вы про это понимали. Потому что в религиозных текстах там говорят о субстанциональном начале, то есть наличии ну, вот этих духовных начал. Как некоторых, по Платону скажу, присущности мира. То есть того, что есть в мире. То есть духовное начало, то, что в мире есть. В этом рассуждении это не важно. Это то, что нечто, что обеспечит возможность нам вообще строить абстракции. Понимаете, да? То есть это совсем по-другому. И я поэтому вам и советую думать о себе вот в тех людей, о тех существ, которые заботятся о существовании, но и могут строить вот эти абстрактные вещи. Только поэтому общество возможно. Именно потому, что мы когда-то начали об этом говорить. И еще одним элементом такого же вот, коллективного образования, кумулятивного образования, я вам сказал про сознание, я вам сказал про язык, я вам сказал про ряд высших функций, но не стал их раскрывать, подумайте сами. Еще одним таким очень важным образованием является культура. Культура – обобщающее образование. Оно в принципе, понимаете, то есть как бы в этом смысле. Более того, культура прирастает очень тоненько. Мне всегда Арон Абрамович говорил, вы вспомните, говорит, это как сусальное золото. Знаете, это вот на крышах оно светится и красиво, да, то есть, ну, вот эти, вот россияне здесь есть наши друзья, маковок. У нас маковок меньше, да, куполов. Ну, то есть, представьте, тоненько, тоньше фольги, но покрываешь, да, то есть, как бы, и оно светится по-другому. То есть, любой объект, это сусальное золото. Потому что именно золото обладает способностью расталкиваться почти там чуть ли не 2 атома они могут. Ну, представляете, тоненькое насколько. Тонкие делать эти... И вот если его положишь, оно будет как золото. Вот и культура такая же. Очень тонко проникает во все щели, вот и очень таким очень тоненьким слоем. Поэтому культура, вот это образование, оно очень такое, ну как бы сказать, беречь его надо. Беречь его надо. И в себе в том числе, понимаете, да? Потому что все, что наше общее, надо беречь. Я хочу вам вот этот тезис сказать. Потому что мы носимся с индивидуальным, а надо носиться с общим. Понимаете, да? То есть, ну не то, что надо носиться, но было бы неплохо с этим тоже носиться. Ну и что, он говорит, это мое мнение, ну и что это твое мнение, оно неправильное. Откуда ты знаешь, что правильно? Да потому что я стараюсь изо всех сил удерживать, чтобы это мнение соотносилось с каким-то надпорядком. Собственно говоря, смотрите, через это, например, через мой тезис вы можете Канта посмотреть. Он именно это пытается, вся немецкая философия, я вот что-то сегодня
к вам зашел, ну вот социология с немецкой философии, ну не знаю, вот она подходит. Вот к этому рассуждению она подходит. Не потому что я ее, вот так же тоже можно сказать. Что-то подходит, что-то не подходит. Так вот, Кант говорит о том, что, Иммануил, соответственно, звездное небо над головой, да, этический закон там, в сердце, или как бы, то есть поступай и действуй так, чтобы его кредо, высший категорический императив, поступай и действуй так, чтобы твое действия были законом для всех. Понимаете, да, вот это вот законом для всех, он опять пытается выстраивать вот эту вот кумулятивность этих структур, да, то есть как на звездное небо все могут смотреть, ну и слава Богу, и все можем вот это выстраивать. Понимаешь, да, то есть как бы, и все можем делать усилия. Мне нравится в этом отношении, посмотрите, хотите, я вот своим всегда на лекциях рекомендую фильм «Гипатия». Ну, вот он называется «Агора», про Гипатию. Женщина. Вот они как-то удивительно показали, там войны, там эти христиане с иудеями бьются, там кто-то еще с кем-то бьется, с этими бьются же, с этими варварами и так далее, да, или кто они там называется, когда многобожие, да, то есть как бы, но а ей все равно хочется понять, почему звезды, как они двигаются, непонятно, понимаете, да, то есть, и причем это понять для всех, вот это очень важно, понимаешь, да, что-то можно для себя, клад ты ищешь для себя, а вот наука для всех, и точно так же вот общество это для всех, понимаете, да, подумайте об этом. Wittgenstein говорит о том, что, вот еще я хочу сказать, что вот эти общие образования, что-то для себя, да, то есть как бы вот этот вот момент, да, то есть вот в языке он как раз эти моменты пытается, все время это пытается сказать, смотри, речь и язык, разное образование, речь моя, язык наш. Но именно потому, что есть что-то наше, общее, мы можем разговаривать. Понимаете? В смысле, мы можем этому, ну, в смысле, мы что-то можем делать гораздо больше, чем то, что те, кто не могут разговаривать, скажем так. Классно же, да? То есть, как бы, более того, еще вам один пример такой же приведу. Как Юнг открывает свои психоаналитические вещи. Вот истории архетипов слышали или надо что-то, ну, пишем где-то себе в голове. Густав Юнг, он придумывает такое образование, ну, открывает, придумывает. Я уже тоже не знаю, как это правильно сказать, но, наверное, открывает, что у нас есть прошивки, которые называются коллективное бессознательное. Понятно, да? Да. Вот. И он говорит, что в этом коллективном бессознательном имеются определенные фигуры. И эти фигуры носят тоже кумулятивный характер, и он их называет архетипами. Понятно, да? То есть архетипы это некоторые фигуры, из которых состоит наше коллективное бессознательное, в отличие от индивидуального бессознательного, открытого Фрейдом, да, то есть как бы, ну, и по-своему, но и через что он их видит? Он их через мифы и сказки там, и так далее, ну, просматривает, что везде это у нас есть. Но вот эта знаменитая история про аниму и анимус, извините, не ругаюсь, юнговская, архетип. Смотрите, для того, чтобы мальчик понимал девочку, в нем должно быть что-то девичье в его психике, чтобы оно могло разговаривать. И вот это, в этом смысле у мальчика, вот вы смеетесь, но это важно, чтобы ты что-то познал, у тебя должно быть что-то, ну хотя бы то, что на это может реагировать, понимаешь, да? То есть, и это у мальчика это будет анима, то есть наличие элемента женской души в нас, вот, но не напрямую вот здесь, да, то есть не надо осознавать себя, там, как это, девочка, это другая история, но наличие вот этого элемента женского начала, великого женского начала в нас, создает нас то, что мы можем быть сопричастны и любить, понимаешь, да? Ровно обратная же история в девочке, должна быть наличие мужской души, элемента вот этого, вот в коллективном вот этом творчестве, да, анимус. Анима у мальчика, анимус у девочки. То есть вот эта вот коллективная душа, ну элемент, душа, какой-то, ну архетип, правильное слово архетип, конечно, но просто я хочу сказать, что у социальных вещей, у социальных образований тоже есть души, да, то есть ну, что-то обобщающее. Понимаете, да, то есть душа в данном случае что-то, что не совсем тело, да, то есть как бы, но что можно разделить. Тоже, представьте, как интересно, да, то есть и здесь я дальше еще скажу, что уловили, да, то есть у мальчика часть девичьего вот этого духовного начала, у девочки часть мальчукового духовного начала. И именно поэтому мы можем соотноситься. Если с этим какие-то там нарушения, то вот и все течет. То есть, поэтому именно из-за того, что мы можем соотноситься, когда нам что-то сопричастно, да, то есть как бы. Другой фильм, посмотрите, поэтому вот очень интересно, он меня потряс, кстати, за последнее время. Arrival. Как прибытие? Arrival, да, прибытие. Вот просто посмотрите, Arrive, да. Я понимаю, да, то есть как бы вот оно это. Вот, по-моему, с 16-го года, да, или 17-го? 16-го, по-моему.
Ну, короче, вот этот вот, хорошо, где там эти прилетают эти инопланетяне, гектоподы, да? Я не понимаю, почему она их понимает. Можно я вам честно скажу? Нет, подождите, вот вы подумайте про это. То есть там по фильму это показано, понимаешь, да? То есть как бы. Но, то есть там нам показывают, что там скафандры это не вот это вещи, которые на самом деле, подумайте, если в них нет, то есть почему в ней живут гектоподы в этом отношении, то есть как бы вот почему-то у нее там вот это хватило, то есть что-то произошло, да, что она смогла их понимать, что ее психика соотнеслась с этим. И там говорят, и это на самом деле чудо. Мы не знаем почему. То есть вот эта коллективная душа разделилась между ними и вот этими существами. Ну, посмотрите. И, кстати, мне очень нравится на ютубе вообще разборка, это психоаналитическая разборка этого фильма. Тоже посмотрите. Очень прелестно. Я тебя отправлю, если хочешь. В этом смысле, как это. Вот хорошо. То есть, как бы, но на самом деле мы не должны понимать гектоподов. Не должны. Это более нормально, чем должны, понимаете, да? То есть, когда понимаешь, тогда начинается, вот, ну, в смысле, тогда надо понять, какая структура за это отвечает. И у нее там вот какой кукареку у тебя есть, чтобы ты слышишь эти вот их эти. Потому что и вот это вот движение во времени и так далее, по-другому у нас время. Мы умираем, рождаемся, умираем, то есть мы все равно линейны. Хотя для других существ может быть как-то по-другому. Ясно здесь, да? То есть я вот хочу, чтобы вы обратили внимание вот на эти кумулятивные образования. И только с этой предпосылки я готов разговаривать про общество, понимаете, да? То есть если этих предпосылок нет, все остальное не имеет какого-то смысла. Здесь есть комментарии у кого-то или понятно, пойдем дальше? Вопросы, ребята? Дополнения? У вас, Коля, есть вопросы? Я пока вас слушаю, Владимир. Ну, в смысле, ответ нет. Пока нет у меня. Ясно. Дальше. Дальше. Да. Хорошо. Ну, подумайте об этом, да? Значит, Wittgensteiном закончу, скажу, что он как раз это, помните, я сказал, я же на этой точке был. Речь моя, язык наш, да? Здесь сказал анима и анимус. Wittgenstein еще добавляет две. Он говорит, разберитесь с языком. Людвиг Wittgenstein. Австрийская лингвистическая, ну как бы, грубо школа образовалась. Разберитесь, что есть константы, что есть переменные. Константа постоянно переменная. Ну да, нет, константа языка, да. Что есть константа языка, что переменные. Точно так же, что в вашей жизни, в вашей самоорганизации есть константы и переменные. Очень хорошая методологическая вещь. Интересно, да? То есть он на этом свою... Я не буду разворачивать сейчас, да, то есть куда, но это есть то, над чем подумать. То есть вот я начинаю про общество думать вот с этих вещей. То есть как бы, и мне кажется, что это достаточно, ну как бы интересно. То есть я вам показал просто заход о том, чтобы, вот я говорю, что шел сначала цифр этих, но потом подумал, что вот это будет более интересно. Хорошо. Тогда идем дальше, к обществу пошли, да? Про нас, то есть здесь вот дверочки увидели, посмотрели, подумали про себя и там так далее, самоорганизацию, к обществу. Есть над чем подумать всегда, понимаете, да? То есть, как бы я вот почему про это хочу сказать. Мазками большими пройдусь, да, потому что, вот вы сами как думаете, то есть мы сейчас формальное определение, я могу вас спросить, дайте формальное определение общества, что такое общество? Формальное, как, ну вот, как оно у вас лежит? Совокупность отдельных индивидов, собранных одной идеей, одними ценностями. О, Господи, ну что ж, ну где же мы с вами одними ценностями? Мы с вами одно общество, а ценности у меня и у Вани, не дай бог, у нас ценности совпадают. Вот мы с Ваней, посмотрите на нас, мы совпадаем. Одно общество, а ценности у нас, ну, где-то совпадают, где-то ездили в школе. Одна идея. Идея. Вот видите? Фантазеры. Еще что? Общество. Все время хотите, вот видите опять, вот я вам только что сказал, подумайте, странное же это образование, да, то есть как бы, оно вот из того, что я рассказывал, странно устроено. То есть как бы, что, когда мы говорим, это тоже коллективное образование, да, но чем оно объединено? И вот я вам тайну открою, Бог его знает чем. Понимаете, это формально, нет, вот подумайте об этом, потому что вот здесь место, которое я вам только что рассказал. Я уже вот хочу, наверное, скакивать. То есть границу вот этого общества, мы понимаем, во-первых, кстати, напишите себе, пожалуйста, слово индивид еще использовала. Посмотрите, когда вообще оно появляется. Что такое индивид и когда оно появляется? Это вообще отдельно. Кстати, еще один момент скажу. Вы знаете, что когда сознание вообще, как бы, кто вводит термин сознание как таковой? Тоже посмотрите, вам ради интересно, когда сознание это как бы третичное отражение мира. Потому что в сознании мир третично отражен. То есть, как бы, вообще там для другого, они пытались понять, что собирает. Вот есть горный мир, есть этот дольный и так далее. А вот то, что это собирает,
Мир удвоен, а при сознании он утраивается. Просто как тезис, подумайте, очень интересно. При сознании мир утраивается, при наличии сознания такого. Соответственно, общество, я к чему это рассказываю? То есть это то, где ваше сознание, это такое образование, да, это коллектив людей. Давайте людей, зачем вам индивиды? Ну ладно, люди. Нет, подождите, просто индивиды это не слово, нет. Индивиды и люди это не одно и то же. Почему? Откуда я знаю почему? Потому что так в истории положено. Посмотрите, я вам сказал, посмотрите, появляется индивид. Но мы сейчас можем заняться, я сказал, что мы можем сейчас начать с вами читать Википедию и видеть. Но вы будете моим гуглом пользоваться, потому что это не одно и то же. Я вам даже больше скажу, что раз есть разные слова, они, скорее всего, показывают разные вещи. Представляете, как интересно? То есть нет, мы их любыми способами обобщаем, понимаешь, да? То есть зачем-то придумали, смотрите, более того, личность, индивид и человек это не одно и то же. Да, у них разные определения. Ну даже не то, что они разное показывают. Они имеют отношение к нам, двуногим и осознающим, но они разные элементы показывают нас. Срезы разные. Классно же, да? То есть у нас так язык устроен, наши, понятие разделяют. Гора это не стул. И стул это никак не девочка. А вот у тех, нет, подождите, а вот у тех, у кого оно начинает сливаться, тут есть над чем подумать. Понимаете, да? А сливается очень по-разному. Но это опять же этими. Понимаешь, да? Ну да. В смысле, не к этому. Нет, то есть разделяет, язык разделяет. Понимаете, да? То есть и поэтому, если придуманы эти разные понятия, то есть они для чего нужны? Потому что, смотри, потому что за этим обобщением я почему так привязался-то к этому, да? То есть, вот что привязался, сказала и сказала, да? Не потому что к вам лично, да? А потому что, почему это не личностные собрания, например, скажу? Вот общество — это собрание индивидов, а другое определение дают собрание личности, а третье дают собрание людей, а четвертое еще чего-то, понимаешь, да? То есть, и тогда получаются совершенно разные конструкции. Понятно, да? То есть, Нет, непонятно. Ну давайте, что вам непонятно? Человек, личность, индивид. У вас это одно и то же. Я только что вам сказал, что если есть три разных слова, это, простите, здесь сейчас мы уже попадем в зону грамотности. Я вам дал тезис. Почему-то культура язык породил три разных слова. В вашем смысле дура культура, которая зачем-то разделяет то, что не разделяется. Я предлагаю по-другому думать. Может я с элементами и просто разделю их потом. Вы же мне сейчас говорите, они не разделяются. Я говорю, это ваша, извините, тонкость грамотности о том, что не потому что я вас хочу сейчас уесть. Да? А потому что для вас они не разделяются, это не значит, что они в принципе не разделяются. Ну, вы как их разделяете? Да бог с ним, как я их разделяю в этом смысле. Не я их разделяю. Потому что... Общество разделяет. Ну подождите, а кто понятие дает? Сложно сказать. Я правда вам говорю, это... То есть, скажем так, в истории философии, можно так я скажу, в истории философии, в истории культуры эти понятия разделены. Так, понятно, да? То есть, они образовались в результате определенного поиска. Более того, я скажу, что с индивидом, вот, чтобы вам интересно, посмотрите Макса Вебера, если уж вы хотите куда-то... Я сейчас, почему немножко, видите, я пытаюсь отпрыгнуть от этого места, потому что вы представляете, на сколько времени я сейчас затяну в это в дефиниции? Могу. Давайте дальше. Вот я тоже думаю, нам к обществу надо. Но просто разделите их для себя. И он связан, понятие индивида связано, смотрите, личность связана с психологическим изучением человека. Понятно, да? То есть, человек более обобщающая категория. Я просто говорю, давайте для нашего разговора используем более обобщающую категорию. Человек, людей. Потому что личность связана с определенным, персона, личность и так далее, с определенными психологическими параметрами, которые пытались понять. А индивид связан с тем, кто, то есть это, собственно говоря, результат протестантской революции. Подумайте об этом. То есть само понятие индивид связано с реформацией. Потому что это тот, кто обеспечивает доступ. То есть то есть это некоторое вот это образование индивидуальное, которое может просить. Но если хотите определение. Но Без это посредника получается. без посредника. Но это сложно рассказывать. То есть, в смысле, я не потому что не хочу. Я вам просто дверочку опять открыл и посмотрите. Мне сейчас важнее, чтобы вы про общество посмотрели. Потому что как границу вот это наше сознание прочертит, так общество и будет названо. Понимаете, как интересно? И поэтому появляются совершенно разные социологические, ну не знаю, обществоведческие. Вы здесь очень много гуманитариев. Я помню просто, когда мы вас выбирали, да, то есть в основном были, гуманитарного, да, то есть или экономисты, юристы, или политологи и так далее. Значит, всем вам так или иначе пытались рассказать про общество. Правда же? Вот.
Я вам хочу более интересный момент сказать, чтобы вы подумали, как оно образовалось. То есть вот и оно образовалось в результате того, что определенным образом провели какую-то границу. То есть взяли какие-то качества, собрали и провели границу. Понимаешь, да? И вот как ты эту границу проводишь? Например, вот интересный момент, вот все вы знаете Фукуяму. Отлично, он просто взял и другие границы провел. Он сказал, что вот эти crash of civilization, да, то есть как бы, что я проведу границы по цивилизационному принципу. То есть я объединю людей по цивилизационному принципу, в этом смысле по идеологии. И оно перестало совпадать с границами, которые, ну, например, государственными или там какими-то другими. Есть другие границы. Например, мой любимый Петерим Сорокин. Он говорит, стратифицировать общество, да, это есть, да, действительно совокупность людей, находящихся в разных типах взаимоотношений. Мне нравится такое. Нормально же, да, люди и взаимоотношения между ними. Определенным типом. А вот дальше типы ты будешь смотреть. И он говорит о том, что и вот это вот люди, оказывается, по отношению, например, к социальным благам, будут находиться на разных стратах. Понятно, да? То есть, как бы, что вот как бы, соответственно, здесь вот очень важный момент, что по отношению к чему мы будем проводить эти границы? По отношению, вот смотрите, к цивилизациям один тип границ, к обществу, к государству другой тип границ. Чувствуете, да, вот я вам картинки, они прям накладываются одна на другую. Понимаете, да, как мы обобщим? Да, мы индивиды, как вы говорите, и мы там личности и так далее, да, то есть как бы, в этом смысле это то, что нас разделяет. Индивид от индивида это разделяется, да. Общество это то, что объединяет, то есть как бы, как мы объединяем. Теперь по культурным границам, давайте мы скажем, общество, там это, например, сегодня новый тип общностей, которые можно назвать общностями. Русский мир, например. Классное общество. Да, ну, английский мир. Да, то есть как бы, сегодня уже эта бедная Индия не помнит, как она разговаривает, на каких языках она изначально разговаривала, понимаете, да, потому что, то есть, как бы, заснула. А вот эта гениальная история, когда они провели границу, извините, Пакистан, Индия, и эти в одну цивилизацию запихали, а эти в другую, понимаете, да, то есть, как бы, умные ребята. Помните, что было с Германией, вот недавно, было, сколько тут, несколько дней назад, это время падения стены. То есть, как бы, опять же, то есть, как бы, где ты пролагаешь границу, чувствуете, да, это важно. То есть, как обобщаешь, где кладешь границу. Подумайте об этом. То есть, вот этот элемент, он, наверное, самый важный. Он мне сейчас очень важен для того, чтобы вы вообще понимали про эти неправительственные организации, потому что они есть, вот это все, что связано с неправительственным сектором, это есть результат определенного типа проведения границы. Понимаете, да, то есть, как бы. И я хочу, чтобы, вот, для меня очень важно, чтобы она у вас размылась. Я даже готов потерять какие-то тезисы свои сегодня, да, то есть, как бы, но остановиться на том, чтобы мы почувствовали себя как существа кумулятивные, да, то есть обобщающие, и немножко подумали про эти вот самые границы. У кого-то есть еще определение общества? Кто-то хочет про него сказать? Нет, не потому что я буду это, ну просто так интереснее. То есть, когда вот вы сами подумайте, вы сами общество как для себя называете? Вы когда-то это сдавали все? Общество, коллектив, еще что-нибудь. Нет, общество людей. Вот что такое общество? Какая ему обычно противостоит конструкция? Какая конструкция обычно противостоит обществу? Конструкция. Ну, конечно, конструкция. А что это такое? Ну хорошо, а как вам надо? Что противостоит обществу обычно? То есть, как бы, логическая, какая другая логическая? Ваня, помогите. Без общественности. Нет, общество, да ладно у вас. Оно Общество и государство. Да ничего. Нет, не государство, общество. Всегда общество и государство. Нет, это классическое разделение. Общество и государство. Ну, такое классическое в истории. Сейчас покажу тогда вам. Понял? Тут мы опять натыкаемся на общество и государство. То есть, как бы, смотрите, причем во время, вот это запоминаем, что во времена античности, вот это, мы же говорим с вами про неправительственный сектор и гражданское общество. Мне надо сейчас ввести общество сначала, потом, что такое гражданское общество и что такое государство. Вот это, ну понятно, логично мы движемся. Да, так вот, значит, в античности мыслители общество и государство не разделяли. Запомните это, можете, хотите запишите, хотите запомните, как хотите. И, например, значит, Аристотель в свое время определял государство как достаточно для самоудовлетворяющего существования совокупность граждан. То есть для него это вот те граждане, которые могли заниматься, смотрите, опять же, самоудовлетворяющее существование. То есть они опять существование и самоудовлетворенное существование. То есть как бы существование, которое, ну, самоподдерживается. Понятно, да? Уважаемый Владимир, регламент 5 минут. Сделайте. Зачем? Потому что у нас уже, как бы сказать,
А вы же, Пока это нет. у вас же последняя лекция. Ну да. Ну и Что посидите, можно провести? посидите еще. Нет, ну хотите я закончу, мне все равно. Нет, То есть, ну, как бы, просто просто то, чтобы- что я разворачиваю, вы нигде не... Я советую вам хотя бы до точки государства, когда дойду до государства общества. Нет, Коль, у нас выгоняют отсюда, что ли? Нет. Вот я говорю уже... Хорошо. Я же поэтому и согласился на последнюю. Хорошо. А может это те, кто не хочет... Да, те, кто хочет, может двигаться. двигаться. Ребят, просто я говорю, я раскачаюсь, мне интересно с вами поговорить. Сейчас мне в принципе, два тезиса, по крайней мере, давайте... Потому что я сейчас не понимаю, как мне уложиться. Я не могу выверить это время. Ну, опять же, да, сейчас, значит, второе. Значит, вот смотрите, здесь правовое равенство людей. То есть Цицерон говорит о том, что люди в этом праве. То есть, значит, мы античность, как всегда, берем, и эту... Сбился. Римское время, понимаете, да, то есть как бы, вот, и смотрите, но в Риме там очень важно, правда в том, что они, общество, вот то, что они разделяют, а потому поддается действию закона или нет. Представляете, как интересно? То есть вот эту границу чертится, там это с законом, это без закона, понятно, да, то есть как бы, в этом смысле, смотрите, и здесь появляются новые специальные два слова, термины, варварство и цивилизация. Варварство, то, что вне закона, ну и по каким-то своим там варварским законам живет. А civilization, да, вот это цивилизационный, вот это, да, то есть это то, что подчиняется каким законам? Скажите мне, каким законам? Нет. Писанным. И смотрите, и здесь появляется следующее уравнение обобщения. Писанное право, неписанное право. Понимаешь, да? Потому что неписанное право появляется интерпретационная модель. Потому что я так интерпретирую, и образуются опять какие-то советы, кумулятивные структуры и так далее, для того, чтобы решать это. Улавливаете, да? Описанное там более однозначно. Ну, хотя бы как-то, то есть, соответственно, отделенный. Вот это еще один момент. Внутри проходит процесс или отделен от себя? Подумайте про это, да? То есть процессы, которые происходят внутри, не всегда совпадают с тем, что отделено. Поэтому очень важно работать вот с этим. То, что внутри и снаружи, у нас может быть по-разному. И вот как проводятся вот эти границы. И вот этот вот представление о том, что dural ex sed lex, да, то есть как бы суров закон, но закон, он как раз таки тоже определяет определенным образом границы общества. Ясно вот здесь, да, то есть как бы Гегель, мой любимый, что-то я говорю, у вас сегодня как-то так сложилось, но они, то есть смотрите, по кого мы, когда мы говорим про общество и государство, мы должны помнить несколько фамилий, ну там Гегель, Лок, Монтескье, да, то есть как бы вот, то есть не так много этими ну, положили это. И как раз отделение общества от государства он видит в том, что произошло разделение между буржуазным вот этим вот, ну как бы, появлением буржуазных отношений. То есть, собственно говоря, смотрите, здесь надо понимать, что за этим разделением лежит прерогатива власти, да, то есть как бы и товарно-денежных отношений. Рынка. Понимаете, да? И что вот такое разделение общества и государства, которое мы сегодня имеем, это есть результат тех рыночных товарно-денежных отношений, которые сегодня вот доминируют. Понятно, да? То есть подумайте про это. Потом появляется другая история. Другая история появляется, это выделение само понятия и позиции гражданского общества, которое, то есть сначала надо было государство образовать, да, то есть как таковое, как идею, а потом образовать значит, вот, нечто, что там является гражданское общество. Теперь я хочу еще две методологии дать, чтобы вам было интересно. Значит, Александр Зиновьев, запишите себе, тоже посмотрите. Значит, у него есть книжка, называется «Феномен западнизма». Он, вот я вам сейчас дал классические обобщающие, значит, сейчас, наверное, я вам презентацию. Только я не буду на каждом элементе останавливаться, потому что вы знаете, как бы. Вот. Важно понять, что, значит, вот это вот будет занудно сейчас достаточно. Значит, вот смотрите, общество, вот здесь, смотрите, вот вы видите, что, какое здесь слово изведено по сравнению с коллегой, которая обобщила. Смотрите, она обобщает индивидов, а Аристотель, так будет не ладен, обобщает граждан. И это разные определения, ясно вам? Кого обобщаешь, что у тебя и получится. Не, ну правда, но это разные определения, то есть это разные доски, я про это хочу сказать. Вся проблема, что мы вот из-за того, что мы все время хотим быть коллективными, потому что все можно свалить совсем. Нет.
если хочешь с этим управляться, дефинируй, да, то есть дифференцируй. Значит, вот это рисует свободное государство, политическое общение граждан. Ясно, да? Так вот, у нас это политическое общение разделяется. Я хочу вам дать две еще методологии. Сейчас мы по всем пройдем, или давайте, наверное, я к концу дам определение, наверное, так интереснее. Макиавелли. Государство должно защищать имущественные личностные права граждан, должно отражать интересы гражданского общества. Видите, да? Здесь, вот в этой диспозиции гражданское общество и государство, самое главное понять. Самое главное понять, что вот как ты эти кружки нарисуешь. То есть, например, вот так нарисуешь кружки, одна схема будет. И, например, здесь поставишь гражданское общество, а здесь ГОСВО. Одна схема, ясно? И у вас будет одна модель обобщения общества. Наоборот можно нарисовать. Можно вот так нарисовать, что они друг друга проникают, а вот здесь еще что-то. Еще можно какие-то там схемы. Понимаете, да? Как проведешь границу, как нарисуешь. Мне кажется, что это сегодня важно понять. И на этом строятся совершенно различные школы и понятийные моменты. Потому что мне страшно нравится то, что на самом деле когда-то государство именно было таким образованием, которое противостоит этому гражданскому обществу, потому что гражданское общество это что попало. Нет, подождите, у нас сейчас новое понимание. Я просто говорю просто, вы поймите, что в истории было, что люди друг с другом делают, что попало. Вот это, как бы, нельзя позволить реализовывать все фантазии, которые вы хотите. Ну тогда должна быть какая-то ответственность, скажем так, по У реализации кого? этих фантазий. У граждан. Ну, граждан еще никаких нет. В этом Нет, смысле, это надо их, они еще до Я гражданского беру, общества. например, вот вы рассказывали про поводу Древней Греции, Древней Афины и так далее. Там, например, было Да там понятие... граждане не были, да. Нет, там были понятия граждане, скажем, да. не метеки, не граждане. То есть это те люди, которые иностранные переселенцы, которые не обладали правами и обязанностями на территории древних Афин. То есть они не могли вступать в сделки, заниматься там брачно-семейными отношениями, 5-10. Но там как раз таки был показан хорошо институт гражданского общества, это графемониум. То есть это некий такой институт, где гражданин Афин мог прийти элементарно, скажем так, и внести в народное собрание по какое-то предложение по нормативно-правовому акту, то есть закону, он должен был это обосновать. Если он вносил закон или там постановление, которое противоречило остальным законам, то есть нарушало имущественные отношения, нарушало законодательную систему, соответственно, в течение 3 попыток, после 3 попыток, он лишался этого права. Как бы Вот ответственность. отлично. Вот Да, смотрите. ответственность. То есть, Можно вопрос? Сейчас, четко теперь ограничено. кто, вот теперь еще раз, можно еще раз. Теперь кто такой, кто ограничит эту ответственность? Сам ограничиваешь? Или тебя ограничивают? А это вот вопрос такой. Да, вот двухсторонний. смотрите, мы в Макиавелли сказали, да, то есть как бы вот возьмете эту презентацию, заберите у меня, просто там последствия есть некоторые. Значит, смотрите, здесь государство должно править с помощью страха, насилия, тем не Макиавелли. Давайте Макиавелли сейчас отпрыгнем, да, то есть, потому что это ближе к нашему определению. А вот не Гоббсов, то, что уважаемый Николай говорит, это о том, что, смотрите, что говорит Гоббс. Сейчас, секундочку. Он говорит о том, что отдельные граждане, что, во-первых, гражданское общество, он впервые вводит, если вам интересно, Гоббс именно вводит гражданское общество. И он говорит, что оно сформировано раньше, чем государство. Потому что отдельные индивиды, граждане в данном случае, добровольно ограничивают свои права и свободы в пользу чего-то, ну в данном случае государства, да, то есть как бы, которое обеспечит мир и безопасность. Понимаете, поэтому у нас такой вот этот важный момент, что мир и безопасность, то есть вот свои фантазии все дикие, варварские, ограничиваются чем-то. Понимаете, да, то есть как бы, смотрите, и вот Гоббс, он говорит, да, то есть смотрите, вне государства господствует владычество страстей, войны, страха, бедность, мерзость и так далее. Не верите, вот это, да. Лишь оно приводит гражданское общество к цивилизованному порядочию на основе права. То есть внутри гражданского общества, которое было разрознено, непонятно как организовано, где права не господствовали, вырастает вот это образование государства, которое есть мера порядка, есть мера ответственности и ограниченности своих. И значит, государство как бы подчиняет себе всех и все через вот это вот понятие, да, то есть как бы в этом смысле государство как бы отделено
от гражданского общества, оно живет по каким-то своим государственным законам. Мы это сами видим, машинерия вот это живет по этой механике. Нет, оно проникнуто, но у него есть еще своя, ну извините, я такое слово, действительность или что-то там, да, то есть как бы своя, ну философ бы сказал, своя действительность. То есть у государства есть своя управляющая действительность, в которой оно живет, пребывает, и за счет этого обеспечивает вот эти вот, значит, все дела, да. А мы, как граждане, обязуемся его поддерживать за счет чего? За счет, опять же, экономических связей платим налоги. Мы как бы экономически поддерживаем эту систему и удерживаем. Но вопрос опять же в том, что первично, значит, для Гоббса ясно, гражданское общество, оно варварское, ужасное, там, вот за всеми этими делами, а потом оно перетягивается вот именно в ситуацию нормализации. Теперь ваш вопрос. А вы ответили на Ну замечательно. Тогда давайте еще, значит, соответственно, всех и вся. Теперь я даю вам, значит, следующий у нас Лок должен быть, вот правильно. Значит, что нам говорит Лок? Еще один. То есть у нас то французы, то немцы, кто там у нас, то эти, англичане теперь у нас. Государство возникает только когда в обществе возникает в этом потребность. Понятно, да? То есть как бы, значит, политическая власть и право людей создавать законы для регулирования и сохранения собственности. Вот, то, что Николай нам пытается сказать. Надо же говорить, чтобы они были ограничены, ну надо. Как их только ограничить-то? Государство и политическая власть возникает лишь на определенном этапе развития общества, гражданского общества, когда у членов общества возникает в этом необходимость. Понимаете, да? То есть, как бы, и для одного человека, находящегося в гражданском обществе, не может быть сделано исключение из законов этого общества. То есть для Лока все-таки гражданское общество выше государства. Государство просто на какой-то момент обеспечит этот порядок, а потом общество развивается. Задумайтесь над этим вопросом. Для нас он чрезвычайно странный, но я хочу, чтобы вы подумали про это, что общество может жить без государства. Только не подумайте, что призывает к каким-то революциям, но просто в принципе, я говорю, как образование и так далее, да, то есть как именно интеллектуально. Да подожди ты своей анархии, я знал, что сейчас Коля придет. Кто там, Коля, Ваня. Не один, так другой. В этом смысле, то есть как бы не про анархию я говорю. Там тоже может управляющая структура, не обязательно по типу государства. Вы поймите вот про это, что... Она может саморегулироваться. Ну, например, саморегулироваться, какие-то регуляторные механизмы. Ребята, регуляторные механизмы могут быть не обязательно по типу государства, только это хочу сказать. Но мы выросли с вами в таком мире, где государство так же, как деньги, само собой разумеется. Как кибуцы, да? Ну, например, подумайте, пофантазируйте здесь. То есть, как бы, это здорово. Я просто хочу сказать, что кибуцы не государственное образование. То есть, саморегулирующее это... А? Ну, давайте примеры. Знаю, конечно, но давайте, чтобы ваши примеры были. Вы про кибуцы, вы про амиши. Ну, говорите. Ну, амиши это такие европейские вот эти сообщества, которые живут по всему миру, в частности, вот в США, да, которые живут по канону христианства, да? Ну, какой-то канон есть. Да. И он не государство, это там другая тип распределения благ и так далее, то есть подчинение всего. Да? Старинный образ жизни, да. И у них нет определенного государства, но они живут, то есть самоуправление есть, у них свои каноны, свои правила. Это надо, что это не важно. Не, куда там христианство, какое варварство? В этом смысле, то есть, как бы, давай про кибуцы, я сейчас еще один пример вам приведу. Кибуцы то же самое, только социализм. Ладно, значит, посмотрите фильм, мне очень нравится в этом, потому что он полезен вообще всем, называется «Михаил Ломоносов». Вот всем полезно его смотреть. Советский трехсерийный фильм. Да. И вот там прекрасно показано, когда он живет в своих этих холмогорах, да, то есть как бы там вот эта борьба со староверами, у которых другой уклад. Государство борется с этими людьми, но те организуют свой жизненный общественный уклад, вне государства. Государство, понимаете, вы поймите, что государство боролось за это право, вот, которое Лок ему приписывает изначально. То есть, как бы, он говорит, ребята, никому из вас исключений не будет. Вот это понятно, да, история? То есть, как бы, никому из вас исключений не будет. Они говорят, что это мне? Нету исключений. Хочу двумя перстами, но там же кроме вот этого двумя перстами или тремя перстами, да, это староверами, там еще вопрос очень много укладов жизненных, вот то, что вы говорите, как у этих амишей, так и у этих, да, но и там закон удерживает их, да, то есть высший. То есть, смотрите, есть некая нормировка. И тут есть нормировка, и здесь нормировка, но по-другому обустроена. Не тот закон, который писанный, как мы говорите, а другой, который не писанный, там или закон Торы, там или закон, в данном случае, там их какой-то жизненный уклад. Сейчас не важно как, но есть это некоторая нормировка. Причем здесь я должен вам сказать про два типа нормирования. Смотрите, то есть нормы нормируется чем? Правом, писано, это римское право, но и нормируется по-другому. Вы должны понять, культура тоже нормирует.
Понимаете, да? То есть поведенческий кодекс, он тоже есть. Он может быть писанный, не писанный, но как бы вот мы, собственно говоря, с вами сидим одетые, ну и так далее. Едим именно таким образом, там, много чего, я не хочу просто там какие-то примеры приводить. Сейчас мне важно, чтобы вы понимали, что то, что происходит здесь, это тоже определенным образом нормировано. И нормировано нашим обществом языка, культуры и так далее. И для этих образований государство не нужно. Нам надо понять, для чего нужно государство. И в этом смысле, с одной стороны, государство нужно для того, чтобы как-то удерживать наши все вот эти вот проявления небезопасной сети. Компьютер парк-отеля не хочет подключаться к сети парк-отеля. Вот. Ладно, значит, давайте Руссо посмотрим, потому что гражданское общество означает трансформацию его государства с помощью общественного договора и непременно в форме республики, ну и так далее. Да, вот я хочу, чтобы вы просто увидели, что разные мыслители по-разному смотрели на эти соотношения. Вот так для вас понятно, да? То есть как бы. Вот. Значит, у нас дальше тут есть у меня Маркс, тут есть Кант. Гражданское общество основано на следующих принципах: свободы каждого члена общества, равенство, самостоятельность члена общества как гражданина. Гегель тоже про это рассказывает, да? Базис государства. Вот у Гегеля, конечно, тут государственник. Гражданское общество и государство являются самостоятельными, но взаимодействующими институтами. Гражданское общество вместе с семьей составляет базис государства. В государстве представлена всеобъемлющая воля граждан. Гражданское общество – это сфера особых частных интересов отдельных индивидов. Вот это очень интересно. Потому что сейчас у нас вот в основу и закона о неправительственных организациях, и того, что у нас как бы происходит, идет вот это определение. Понятно вам, да? То есть, как бы, что государство представлено всеобщая воля граждан, то есть государство выше, а гражданское общество – это сфера частных интересов. Вот у меня проблема в этом отношении, потому что те проекты, по которым хочу рассказывать и несколько слов скажу, они как раз связаны с сферой безопасности, в том числе экологической. И теоретически государство взяло на себя эту функцию брать эти вот, ну как бы обеспечивать безопасность. Не справляется. И это почему? И проблема в том, что моя организация, да, работает уже как некоторый целый, извините, ну моя, я как бы, наша организация, ну там, где вот я представлен, да, то есть как бы является не представителем частных интересов отдельных индивидов. Вот я что хочу сказать, понимаете, да, то есть как бы, когда я говорю о том, что мы защищаем среду, мы защищаем среду в принципе, чтобы все мы живы были, понимаете, да, то есть это не я хочу, чтобы здесь был маленький зеленый парк. Это другое, это клуб по интересам. Он тоже важен. Понимаете, да? Но это другое образование. То есть мне сегодня приходится, особенно вот это в сильных государствах, где большие деньги идут, там это практически невозможно. Там гражданское общество развивается по принципу этих клубов по интересам. Понимаете, да? Ну вот частные интересы отдельных индивидов. Ну вот хотят шахматы собираются, хотят Они вообще уже. велосипедисты, там еще, ну что угодно. Пожалуйста, вышивание крестиком, там походы на дискотеки, любовь к, там, не знаю, Таро и что хотите. Частные интересы, пожалуйста, собирайте, делайте и так далее. Гораздо сложнее организовано другое уравнение. Вот то, которое мы сейчас с вами имеем, это то, что у нас, получается, государство с какими-то вещами просто не справляется. Понимаете, да? То есть, как бы, и получается, что гражданское общество за счет того, что может аккумулировать вот эти самые внешние ресурсы, может по-другому латать дыры, которые, собственно говоря, которым в теории должно заниматься само государство. Берет на себя функцию. Представляете, да? То есть, ну не то, что подменяет государство, но как бы я просто вижу вот это одна из моих теоретических как раз разработок, что сегодня мы не работаем вот в этом определении, понимаете, да? То есть мы пытаемся наладить, чтобы хоть как-то наша жизнь, вся наша жизнь в целом была нормализована. Вот это понятно, да? То есть, как бы, что это некоторое другое определение. «Игру престолов» не смотрите? А? «Игру престолов». Ну смотрю, конечно. Вы как Джон Сноу, а экология, это как Да. армия мертвецов. Ну, я, конечно, да. Мечтаю о драконах, но этот. Не, ну, то есть ему приходится. То есть, ребята, тут даже не то, что Джон Сноу, да, извини. Тут вопрос, что если есть эти холодные твари, Надо если мы сделать. умираем, да, вот смотрите, есть у меня любимый мой француз, Лакан. Он говорит, ребята, кошелек или жизнь, выбора нет. Нету выбора. Если ты не живой, у тебя нет, понимаешь, да? То есть, как бы ты должен выбирать, если ты живой, жизнь выбирается. То есть это не выбор. Ты там уже как бы находишься в другом качестве. В этом смысле это вот Джон Сноу, как бы там как раз и есть история, что если есть что-то, что как бы делает вас, подвергает проблеме вашего существования, занимайтесь этим. Но в теории этим должно обещалось заниматься государство. Гауселхай и там эти. Ну я даже критиковать не буду. Просто подумайте о том, что
это. Потому что когда мне говорят, нужен ли тебе этот проект и так далее, я говорю, извините, вы просто пройдите по школам и посмотрите количество шифера с асбестом, который понятно, что он мутаген, канцероген и так далее. И линолеум с фенолами, когда заходишь, он пахнет, понимаешь, да? То есть и это, ребята, почему мы обещали не травить своих детей, но мы их травим? Жуть. И поэтому я вынужден брать как гражданское общество, ну, в этом смысле, да, я, конечно, сливаюсь с наукой. Понимаешь, да, то есть, потому что у меня есть там всякие штуки, я при помощи, ну, там, степени, не знаю, там, и всякое остальное, да, то есть я при помощи этой интеллектуальных аппаратов говорю, алло, то есть, как бы, давайте займемся вот этими вещами. Но я не могу, во-первых, как государство оно не слышит, да, то есть, хотя это, а вот внутри гражданского, и самое главное, нет ресурсов, но внутри гражданского общества я могу на это найти ресурсы, там быть услышанным, понимаете, да, то есть, в этом смысле оно приобретает некоторое другое значение. Я хочу вам, вот, мы, собственно, подошли к... Уважаемый Владимир, ну хотя бы коротко, чтобы уже завершить, потому что у нас уже все время фактически выходит. Я понял, я одну сейчас, Да. два тезиса Он дам коротко, еще, да. да. Вот смотрите, мы подошли ровно к тому точке, которая для меня предельно важна. Смотрите, значит, я вам сказал, Александр Зиновьев, он предлагает два определения. Он говорит, смотрите, у общества, чтобы вы подумали об этом, есть клеточки деловые, вот его методология. Значит, книга называется «Феномен западнизма». Вы можете посмотреть ее, там, почитать, да? И он вначале дает некоторую методологию при помощи... Она другая, по сравнению с той, которую я вам вот сейчас показываю, все эти Гегеля и так далее, Маркса. Он говорит, а посмотрите на общество с другой точки зрения. С точки зрения деловых клеточек и с точки зрения клеточек коммунальных. Слышите, да, что говорю? То есть, как бы, соответственно, деловые клеточки там, где что-то образовано для организации делового пространства, коммунальные клеточки, где люди живут, потому что они люди, потому что общаются со структурой. По-другому организована эта структура. Понятно, да? То есть, как бы, вот. И второе, на что я вам хочу обратить внимание, это два определения государства, которые мне очень нравятся. Значит, смотрите, практически в одно и то же время. И Маркс, вот я Маркса вам оставил, значит, два Владимира, Владимир Ленин и Владимир Соловьев дают схожие, вернее не схожие, а определения принципиально различные на одно и то же. Смотрите, Ленин говорит о том, что это господство одного аппарата, в смысле государства есть аппарат обеспечения гегемонии, да, то есть если так это говорить. То есть это аппарат, который обеспечивает функционирование господствующего класса по отношению к другим классам. Это понятно, да, то есть вот. То есть и он в этом смысле противоставляет гражданское общество и государство, да, потому что гражданское общество это всегда твои фантазии, а государство обеспечивает вот эту вот жизнь. Смотрите, в это же время другой Владимир Соловьев, он говорит, а если мы рассмотрим государство не как аппарат насилия и обеспечения гегемонии, а как аппарат сострадания. Представляете, да, то есть вот опять же мы используем другое слово. И вот это вот изменение сострадания на насилие принципиально меняет опять вот эту всю архитектуру взаимоотношений, которые есть. Поэтому для меня как раз таки гражданское общество это такой механизм, который обеспечит, то есть латает те дыры, которые есть в нашей системе и в этом смысле обеспечивает сострадание. Понимаете, да, то есть я страдаю и поэтому занимаюсь этой деятельностью. Вот это понятно, да, то есть как этот момент. То есть, значит, смотрите, здесь я вам оставляю вот в папочке. Вот об НПО Кыргызстана сами можете посмотреть, да, то есть флаг в НПО, видите, какая инфографика прелестная. Посмотрите, возьмете, да, потому что могу на каждом, то есть по крайней мере вы можете увидеть, что здесь за многие годы собрали, ну, кто что делает, да, то есть из неправительственного сектора. Но я вам хочу показать именно то, где я нахожусь, да, то есть вот в этой системе обеспечения человеческой безопасности, понимаете, да, то есть и мы, получается, с государством идем сейчас не в противостоянии, я нашел эту точку равновесия, а плечом к плечу, потому что раньше я им указывал и говорил, вы обязаны, но нет у них средств, значит, соответственно, я как гражданское общество, как человек, как, не знаю, там, как это называется, наука, интеллектуал, как хотите, да, то есть создаю такие средства, при помощи которого они могут гораздо больше это обеспечивать. Вот. И вот здесь я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, что прерогатива для меня, прерогатива моей деятельности лежит на моей стороне. Государство для меня партнер. Я хочу, понимаете, да, то есть и в этом смысле, если оно обеспечивает там безопасность и те вещи, которые надо, дай аминь, мы к нему идем. Если нет, мы должны понимать, как с этим как раз бороться. Ну или там
разговаривали. Единственное, что я хочу вам показать, что в чем разница вот в этой схеме, то есть это просто интересно тоже увидеть именно на подходе. Пускай они вот живут вот так, да, то есть как бы государство, гражданское общество, пусть они вот как бы рядом как-то вот произрастают друг друга. А вот это вся наша в целом общественная жизнь. Так понятно, да, то есть как бы будет. Вот я такую схему возьму. Но смотрите, здесь есть иерархия и упорядоченность определенного типа, которая как бы живет, и в это, я картиночно хочу, чтобы вы увидели. Закон, он живет, смотрите, вот для меня вот важно, что он и сюда, и сюда соотносится. Писанный закон и культура — это как бы две рамочки, в которых вся социальная жизнь происходит. Понятно, да? То есть в законе и в культуре. Но, и оно и для государства, и для гражданского общества. Но гражданское общество живет несколько по другим системам, то есть как бы другие способы самоорганизации. Такие, например. Понятно, да? Ну как-то по-другому. То есть если здесь иерархически и сложно подчинено, понимаешь, одно другому, то здесь это другие типы подчинения. Ясно, да? И в этом смысле, и все это имеет клеточную структуру. Здесь это скорее нервная система. Вот я хочу, чтобы, вот мне метафора это нравится, да, то есть которая пронизывает всю жизнь. И есть клеточки, в том числе эти клеточки могут быть деловые, как я вам сказал по Зиновью, а могут быть коммунальные. И государство может, смотрите, самое интересное, что и государство само может строиться по деловому и по коммунальному принципу. Каждая отдельная клеточка, ну вот это как элемент иерархии, может по-разному строиться. Поэтому для нас так важно партии, правительство и так далее, потому что они предопределяют, какой характер будет эта та или иная веточка нести. Интересно же, да, что я говорю? Вот на этом. И смотрите, но финансы могут... Следующее уравнение, на котором я уже закончу. Вы будете думать о том, откуда притекают вот эти финансовые структуры. Или они притекают из большого мира, да, то есть, как бы, вот, например, все экологические деньги, чтобы вы понимали, образуются после 1992 года, образуется глобальный экологический фонд, где богатые государства вкладывают 3% своего ВВП и распределяют его потом и сюда же, то есть отсюда, здесь образуются вот разные структуры, я не буду сейчас объяснять, как они там функционируют, чтобы вы логику понимали. Но есть страны и другого типа, то есть вот эти вот, как бы, скажем так, ну, высокие ВВП, да, ну или какие-то другие показатели, которые любые экономически развитые страны. А здесь in development, да, то есть in transition. И вот мы говорим, что настолько одна земля, одна проблема, один мир. Значит, на климат и на этот деньги будут идти сюда, ну и сюда распределяться. И тогда образуются, вот здесь образуются все эти подструктуры, которые обеспечивают то, что государство само справиться с этим не может. Хотя уничтожение экосистем скажется на всем мире. Понимаете, да? То есть это опять точка, что после 92 года стали смотреть, вот эта конференция в Рио, стали на мир смотреть по-другому. Понимаете, да? То есть как на мир как в целом. Соответственно, то, что происходит здесь, будет происходить и там аукнется. Вот это механизмы компенсации. Поэтому я вам говорю, что сегодня не надо говорить о том, что гражданское общество живет по модели иностранных агентов. Хотя я вам хочу сказать, что и такие элементы тоже могут быть. Да, и могут разрушающие и так далее, и так далее. Есть и негативные тренды. Но я хочу сказать, что нельзя выбрасывать и позитивный тренд о том, что о тех ситуациях, которые заботятся о нас, обо всех. Понимаете, да? То есть как бы и решает вопросы нас всех. И в этом смысле вот здесь появляются вот эти дивные зоны кооперации, в которых я, собственно говоря, сейчас все время и работаю. Да, то есть как бы, которые, да, мы отсюда берем средства сюда, понимаете, да, то есть как бы, на то, что мы закрываем дырку, которую не может сделать государство само, у него нет. И поэтому государство обратилось к Европейскому Союзу, говорит, дай нам средства, и у нас большой процент бюджета, например, идет за счет денег на, ну, в смысле, оплаты этого бюджета на образование идет за счет денег иностранных вот этих вот, ну, поддерживающих систем разных. Понятно, да? То есть, но мы говорим, ребята, а вот это место, мы создали достаточный потенциал специалистов, игроков и так далее, чтобы закрыть вам. То есть мы постараемся создать такие механизмы, которые обеспечат эту безопасность. То есть мы берем, не то, что мы забираем у нас функцию, но просто мы накопили потенциал немножко сильнее, чем ваша эта веточка работает. Ну так получилось. Почему бы не взять эту веточку себе? Вопрос другой, что в нормальных странах с нормальным бюджетом государство тут же заплатит этой институции, ну, понимаешь, да, то есть, как бы, которая на себе накопила хороший потенциал. То есть оно как бы интегрируется с ней за счет потока. Это то, что пытается делать Россия, то, что давным-давно делает Америка и так далее, да, то есть, как бы. Но в нашей ситуации это происходит по-другому. И ничего страшного я, например, для себя в этом не вижу. Если за этим стоят вот эти позитивные общечеловеческие нормы, права и конструкции. На этом я закончил.
посмотрите мультик, который как раз очень сильно обобщит то, чем мы занимаемся. Он буквально... Вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание на как расположены вот эти вот слайды. То есть как бы он как бы это, вот этот проект и есть некоторое обобщение всего того, что я вам как раз рассказывал. Смотрите, то, что с одной стороны, то есть образовалась некоторая гражданская инициатива внутри. Как вот это убрать? Ну ладно, вот видно его здесь, да, то есть как бы гражданское образование в виде неправительственной организации. И мы сказали, ребята, у нас есть достаточно потенциала для того, чтобы заняться вот теми вопросами, которые вы видели, это на самом деле в норме, нас даже не понимали, что они говорят, это то, что должно делать государство. Потому что само собой, стандарты должно разрабатывать государство, школы должно строить государство, это должно делать государство. Но у нашего государства сил на это нет. Поэтому мы в партнерстве с государством пишем, находим европейского партнера и подаем в ЕУ. Видите, да, то есть как бы, и в этом смысле реализуем эту инициативу. Понимаешь, да, то есть как бы, потому что вот в этом смысле я считаю, что это очень позитивный такой тренд. И вопрос в том, что, ну, к сожалению, по таким же механизмам, без партнерства, конечно, государства, можно заниматься, искать на негативные вещи, как бы средства. Это другой вопрос, да, поэтому здесь государство должно бороться с терроризмом, со всякими там структурами, пан-идеологизация, какого бы типа она ни была. То есть вот я вам оставляю, заберите эту папочку, здесь больше, у меня 2 презентации было, я говорю, я хорошо готовился к вам, да, то есть, но, мне кажется, основные принципы вы могли как бы увидеть. Я хотя бы, может быть, не надо говорить о вопросах, может быть, у вас есть какие-то комментарии, замечания, то, что изменилось ли ваше представление. Мне было бы важно вот это услышать буквально минуту, если бы Николай позволил. То, о чем рассказали, вот однозначно же так не думали. Вот вы извините меня, да, то есть, или я не знаю, если вы знаете, где вы так думали, то тогда покажите мне, где в этой стране так думают. То есть я с удовольствием с этими людьми скооперируюсь. Да, пожалуйста. Я вот хотел бы 2 момента обозначить, потому что я понял. Скажи, что ему дарю это. Я шучу, возьми, говори момент. То, что я понял, это 2 момента. Первый момент, то, что термины и слова, они определяют реальность. И второй... Язык определяет реальность. Да, язык определяет реальность. Там в этом фильме, извини, как раз вот это и есть теория Сепера-Уорфа. Извини, вот что ты, я повторяю, вот я вам, как он, прибытие, да? Arrival, да. Вот этот, вот она все время, вот эта дама, она ссылается на теорию Сепера-Уорфа, запомните, да? То есть вы услышите прям в фильме про это. Ну просто, кто знает, что Сепер-Уорф, это нормально, он один Сепер, а другой Уорф. И вот эта теория, она как раз таки связана с тем, что язык предопределяет и структуру мира, и мышления, и так далее, да. И второе, то, что все-таки нам нужно отходить от стереотипа, то, что гражданское общество, оно противопоставляет себя государству. Абсолютно. И приходить к тому, что вместе, кооперируясь, мы можем как-то дополнять друг друга и идти более лучшему. Ну, имеется в виду, приходить к чему-то конструктивному. Молодцы. Я так, понял еще... из вашего. Очень хорошо. Ни к чему-то конструктивно, а другого смысла нет. Ну, Можно да. я скажу, да, вот понимаете, нет смысла не конструктивно, оно и так произрастает. Надо производить обобщенное человеческое. Это гораздо сложнее, чем вот это вот, чем титанам давать возможность быть. Понимаете, как интересно, да? То есть я хочу вам показать 2 вещи, которые я хотел, может быть, размножите. То есть один раз, вот здесь есть биом, его история. Вы можете, вот я же обещал про историю, возьмите, посмотрите просто, может быть, здесь размножите или как, то есть как бы, или отсканировать вы им отправите. Вот это про историю биома, да, то есть как бы вот здесь, ну просто как бы этапы. Оно соответствует абсолютно этапам развития этого, как называется? Общество. Да, вот это вот. И второе, я хотел вам сказать, что еще очень важный компонент, на который, чтобы посмотреть на, что делает государство, подумать, что делает гражданское общество и что я в этих ситуациях делаю. Какие программы мы запускаем. Да, потому что у деятельности у нее есть очень важная функция. Это трансляция. Деятельность должна организовываться и транслироваться. Понимаете? В государстве одним типом, в гражданстве другим типом. И поэтому, чтобы вы про это понимали, да, то есть я хочу, чтобы вы взяли фрагмент схемы Георгия Петровича, текст о воспроизведении и деятельности трансляции культуры. Что это базовые тексты. Почитайте, подумайте, это как бы продолжение того, ну, или как фундамент того, что, о чем я вам рассказываю. Понятно, да? То есть вот я с удовольствием вам этим всем делюсь. Еще какие-то комментарии? Комментарии когда? Предложения? Ну давайте. Буквально 4-5 лет назад правительство было предложен законопроект об увеличении деятельности НПО. Зря. Да, были какие-то
Да, в смысле, мы стояли на другой стороне, как вы можете это понять, сказать, ребята, если вы, они пытались взять это с России как иностранным агентом, тогда извольте, был вопрос, Ну, тогда где, существовало так. подожди секунду, где вы берете вот на эти инициативы, где вы берете средства, потому что государство, Россия может позволить, Россия и Казахстан, у них есть их средства, которые они пускают на вот эти вот обеспечения позитивных гражданских инициатив. Сегодня государство само у нас живет как на донорской вот этой игле. Почему нас, ну, как бы, скажем так, эту часть надо ограничивать, себя нет? В этом был вопрос. И если вы видели выступление Мельджипаровича Шукурова, то посмотрите в Ютубе его. То есть, как бы, сегодня оно есть, это наша общая позиция. Он там был тогда в парламенте, да. Но в то время существовало очень много таких агрессивных, которые нет. Они всегда существуют. Начиная с ГУПСа, заканчивайте. Почему, как бы, занимайтесь безопасностью? Ну, если Выполнять это свою государство функцию. логично, вот, сохранить Нет, не безопасность. логично, не логично. Тогда вы должны, вот именно что нелогично. Потому что тогда безопасность нельзя из-за, как бы, вы же ударите по всем. Занимайтесь, это зона безопасности, смотрите, презумпция вины или презумпция невиновности. Я-то призываю к презумпции невиновности. Понимаете? А сегодня государство из-за того, что гражданское общество здесь сильнее, больше силы накопились, как бы пытается сюда перевесить презумпцию вины. Я что ли террористический акт? Посмотри на меня в этом смысле. То есть, как бы, совсем, ну, в смысле, если это так, то тогда это какой-то другой мир. Не потому что это, конечно, хотя, конечно, да, когда вы пропускаете и в ряде вещей молодежи, как бы, заставляете там читать всякую эту шнягу литературу, то пожалуйста. То есть, как бы, понятно, что всегда образуются эти, но не надо думать, что государство важнее. Понимаете, да? То есть поэтому я был против, конечно, и как бы про другую ситуацию. Ну не знаю, как тут. Я говорю, мы выиграли эту позицию пока, я надеюсь, что еще выиграем дальше. Посмотрите, насколько хороших вещей делает гражданское общество. Давайте на хорошем сосредотачиваться. Не надо бояться. Вот может быть в этом проблема, потому что в принципе, и тем более, если вы думаете, что из-за этого закона государство справится с негативными трендами, я вас умоляю, это был закон про распределение финансовых потоков. И поэтому я говорю, зачем лишать хороших людей, хороших, ну, как бы, не то, что это мои доходы. Я, кстати, выживу и в этой системе, я сюда перейду. Понимаешь, да, когда я говорил, вот я даже на совете президентском выступал, когда я говорю о том, что когда вы, вот немножко про другое, что у меня хватает работ международных там и как бы в нужных журналах, но когда вы ставите барьер для этих новых детей, да, чтобы там не меньше такого-то ринц, такой-то скопус и такой-то там хирш, да, то есть как бы, то это должен, понимаешь, если он там работает где-то в Америке, то его профессор, он его тянет и говорит, вот он с ним вместе издает статью, он делает. А если у вас, как у профессора, этого индекса нет, то почему мы им предоставляем эту, потому что, то есть, мы должны в равновесных условиях быть, понимаете, да, то есть я в этом смысле говорю, почему, боясь каких-то уродов, да, то есть как бы лишает хороших вещей, здесь эта ситуация, нельзя всех запугивать уродами, ну не знаю, это моя как бы позиция, и да, есть, и каждый день эти кукареку есть, так вообще, может быть, вообще людей лучше не надо, чтобы было, только из-за того, что среди них рождаются всякие отклонения, поэтому людей лучше не надо, они мешают, ну, вот это, я считаю, что эта позиция не, как бы, надо аккуратно выстраивать вот это партнерские ситуации, и пусть КГБ или там ВД занимается тем, что вылавливает террористические системы. Почему? Лучше им больше денег платите. Понимаете, да? То есть, как бы, чтобы они занимались прямым своим делом. Ну почему в меня будут подозревать? Почему я из-за того, что есть какие-то кто-то, только из-за того, что я образование гражданского общества должен защищаться от презумпции вины. Понимаете, это странно это. Государство у нас безвинное, светлое и чухнутое, да, то есть как бы изначально, а эта сторона всегда в вине. Я говорю, нет, ребят, давайте так, люди все, или винные, или безвинные, по-разному устроены, и каждый раз надо разбираться. Понимаешь, да, позицию разную. Мне очень сложно обобщение создавать. Клеймить нельзя. И клеймить и обобщать. Я же тоже не говорю, разные бывают, государства бывают разные, и там, и там, и там. Посмотрите, все фильмы, Америка, он говорит, что я натворила. Понимаешь, да, то есть как бы сегодня, ну и так далее. То есть как бы государства бывают разные, гражданское общество разное, и поэтому этот же Ло как раз разрабатывает дивную систему сдержек и противовесов. Вот это надо выстраивать, понимаешь, да, то есть как бы, они охотятся за ведьмами, а выстраивать систему сдержек и противовесов. И как бы помогать друг другу закрывать, ну, большие дыры. Еще вопросы? Эти НПО, они помогают в реализации каких-то проектов. И они реализуют Есть такая часть, понимаете? Еще раз, вы видите, я ушел от ситуации НПО. Это просто форма регистрации. Да, Да, то есть это некоторые, потому что мне сегодня сложно сказать, я аналитический центр, понимаешь, да, то есть по форме регистрации я общественная организация, да,
Но мы сегодня работаем в нашем головой, мы обеспечиваем множество процессов. Понимаете, да, то есть интеллектуально обеспечиваем. И в этом смысле, если мы находим на эти ресурсы здесь или вовне или где-то, чего ж плохого-то? Понимаешь, за счет этого наши работы появляются в бостонских библиотеках. Что в этом плохого, я не вижу. Понимаете, да, то есть как бы, может быть, а вдруг вы у себя выращиваете, вдруг выращиваем, найдите. Презумпция невиновности. То есть я не считаю, то есть это вдруг это каждого, это вот то, что в самолетах и в этих, что оно защитило кого-то от этих, понимаешь, да каждый раз нас досматривают, каждый раз они то лопаются, то упадают. Понимаете, так же тоже жить невозможно. Здесь, если хотите про это, почитайте Бек и Бауман, почитайте «Общество принятого риска». Это вопрос от того, что как мы распределяем риски. Почему-то все время здесь рисков нет, здесь сплошные риски. Нет, ребята, риски вот так распределены, в том числе экономические, понимаете, да, то есть как бы, вот они вот на всех лежат, риски лежат вот так. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Поэтому средства должны по-другому лежать, да, то есть как распределяется в этих системах риски, да, то есть и, соответственно, как распределяются финансовые потоки под, ну, как бы, минимизацию этих рисков, понимаете, да, то есть не надо никого стигматизировать. Но это моя позиция, то есть я говорю еще раз, что это. Комментарии? Комментариев больше нету? Давайте поаплодируем ему. Спасибо. Надеюсь, что было интересно. Подведем итог, как говорится, спасибо.